Здравствуйте, вы смотрите «Авторивьеру». В названии нашей передачи изначально заложен экологический аспект. Поскольку мы живем в Абхазии, «Авторивьера» – это автомобили на побережье, можно так сказать. Сегодня нам, друзья, на эту тему предоставили самый экологичный вид автотранспорта – электромобиль. Электромобиль Kia Niro, который мы сегодня вам и покажем. Kia Niro очень заметный представитель среди электромобилей. Он позиционирует как кроссовер, но мы бы сказали, что это больше хэтчбэк по его высоте дорожного просвета и по габаритам, но вполне полноценный автомобиль. По сравнению с Nissan Leaf, он таких нормальных габаритов. Его заряд батареи, например, хватает, чтобы проехать 385 километров, в отличие от Nissan Leaf, который 150 километров может проехать. Если сравнивать с электромобилем Tesla Model 3, конечно, модель превосходит по некоторым показателям, но Kia Niro дешевле в цене. Он занимает такую золотую середину, можно сказать. Сейчас мы его рассмотрим поподробнее. Модель 2019 года, сам автомобиль 2020 года выпуска. Оснащен двигателем мощностью 204 лошадиных сил, питается от аккумуляторной батареи 64 киловатт-час. Запас хода на одной зарядке 385 километров. До 100 километров разгоняется за неполные 8 секунд. Зарядить батарею можно от быстрого зарядного устройства до 80% за 54 минуты. От обычной сети он полностью заряжается за 10 часов. 17-дюймовые колеса оснащены рекуперативной тормозной системой Kia, с помощью которой при опускании педали газа происходит торможение и зарядка аккумуляторной батареи. Этот Kia Niro отличается от автомобиля с бензиновым двигателем той же модели. Ну, только лишь, наверное, решетка радиатора более аэродинамическая, поскольку здесь не нужны воздухозаборники. И вот этими синими линиями, что подчеркивает, что это электромобиль. Здесь отверстия сквозные для улучшения аэродинамических свойств. Здесь же находится и разъем для зарядки. Заглянем внутрь салона. Очень просторный и удобный салон. Интерьер сочетает пространство и технологии. Ну, здесь хорошая отделка, пластик очень мягкий, всякие элементы сделаны очень аккуратно. Линии бирюзовые на сиденье опять-таки подчеркивают, что это электромобиль. Помимо центрального табло приборов, в середине установлен 7-дюймовый мультимедийный дисплей, который легко управляется. Можно включать различные приложения, музыку, к примеру, или там навигация. В общем, все очень удобно. Сиденья с памятью, они запоминают два положения. То есть с помощью левого лепестка регулируется режим рекуперации в сторону повышения. С помощью правого лепестка понижаешь режим рекуперации. Самое интересное — это центральная консоль между сиденьями, которая здесь. Переключатель режимов движения. Включил режим назад, движение назад, нейтральное, движение вперед. Здесь у нас ручной тормоз. Сейчас мы включим паркинг. Сейчас посмотрим, как тут сидеть на заднем кресле. Ну, довольно-таки просторно разместиться можно здесь. Несмотря на то, что переднее кресло до упора сдвинуто назад, но места здесь, как видите, предостаточно. Довольно-таки свободно можно сидеть. Так, теперь багажник посмотрим. Багажник около 450 литров. Вполне такой нормальный, можно сказать, багажник. Кресло складывается, если это нужно. Получается ровное пространство. Ну, сейчас проверим ходовые качества автомобиля на дороге. Мы будем ехать, и я буду о нем рассказывать.
Поскольку парк автомобилей в Абхазии увеличивается с каждым днем, а в летний сезон очень много заезжает автотуристов, особенно этот сезон показательный, вопрос загазованности, вопрос экологии встает уже остро. Поэтому электромобили – это спасение. Я думаю, наступит такой момент, когда электромобили будут преобладать, их количество будет расти очень быстро. Да, некоторые говорят, что электромобили все равно заряжаются от электростанций, которые тоже загрязняют окружающую среду. В нашем случае это гидроэлектростанция, тоже экологичная энергетика. Для экологии никакого вреда не будет. Даже в тех странах, где электростанции работают на угле, нефти, газе, все равно эти электростанции находятся вдали, и они не так загрязняют экологию в городах. Теперь перейдем непосредственно к нашему электромобилю. Этот электромобиль обладает невероятным динамическим потенциалом. Динамичность езды мы можем менять с помощью переключателя с экономичного на нормальный или на спортивный. Но, естественно, на спортивном расход электроэнергии будет больше. На одной зарядке может проехать 385 километров, но я смотрел несколько тест-драйвов, где он проезжает и больше, до 460. Режим рекуперации, как я уже говорил, мы переключаем вот этими лепестками на руле. Мы можем его регулировать. При торможении включается режим рекуперации, происходит подзарядка батареи. И чем выше стоит регулировка рекуперации, тем мощнее происходит и торможение, и зарядка. В автомобиле Kia Niro стоят колеса, которые оснащены устройством рекуперации. В спортивном режиме, да и в нормальном режиме, в принципе, автомобиль очень резвый. При резком нажатии газа автомобиль просто рвет с места, утапливает тебя в сиденье, прижимает к нему. Чувствуется мощь. У этого автомобиля 204 лошадиных сил, но это электрические лошадиные силы. Электромобиль стартует быстрее, чем бензиновый двигатель или дизельный двигатель. Он очень резко выдает свою мощь. В автомобиле Kia Niro воплощены все функции. Его круиз-контроль очень умный, он поддерживает и определенную дистанцию, и скорость. Niro оснащен автономной технологией вождения, которая отслеживает впереди идущие транспортные средства и, ориентируясь на разметку, ведет автомобиль по полосе движения. Можно отпустить, в принципе, руль, и автомобиль будет ехать по полосе движения. Есть система оповещения о приближении к препятствию. Если же вы не отреагировали вовремя, то система сама остановит автомобиль, предотвратив столкновение с препятствием. Да, и что очень удобно, здесь на экране мы видим, какой расход электроэнергии, сколько осталось в запасе, пройденный километраж. И что мне очень понравилось, то, чего нет у обычных автомобилей, он показывает и время, за которое проехали вы маршрут, очень удобно. Водительское кресло имеет память, она запоминает два положения, две установки. Кресло с теплым и холодным обдувом. Рулевое колесо тоже с подогревом. Ну, динамика движения этого автомобиля, конечно, поразительная. Даже вот в нормальном режиме, мы пробовали в экономичном режиме, машина ведет себя очень резво. Вот в данный момент в экономичном режиме я еду, и она трогается резко с пробуксовками. То есть автомобиль стартует просто молниеносно. Очень шустрая машина. В городском режиме просто незаменимо. Мне понравилось. Этот автомобиль внешне мало чем отличается от другого автомобиля Kia Niro с бензиновым двигателем. Внешних отличий немного, кроме решетки радиатора и синих полосочек. Но салон, конечно, очень отличается. Здесь салон вообще другой эпохи, скажем так. Освещение и подсветка у автомобиля диодная. Новое поколение диодов. Экономичный, мощный свет.
И, кстати, этот автомобиль сам переключается с дальнего на ближний при необходимости, то есть это происходит автоматически. В общем, ездить на Kia Niro одно удовольствие. Особенно в спортивном режиме он только не летает. Что интересно, за счет того, что аккумуляторная батарея лежит внизу, центр тяжести очень низко расположен. Вот на поворотах машина, в общем, хорошо держит дорогу и на кресле не кидает тебя со стороны в сторону. Но еще одно отличие от автомобилей, обычных двигателей внутреннего сгорания, то, что здесь нет коробки передач, набор скорости очень плавный, нет никаких дерганий. В общем, у этого автомобиля одни только плюсы. То есть отсутствует огромное количество деталей, которые на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, всего навесного вот этого, радиаторов, глушителей. И, кстати, вот в отличие от автомобиля Tesla Model 3, здесь не требуется каких-то обновлений, потому что обладателя Tesla Model 3, бывает, что после обновления там обнаружится какая-то неисправность, и автомобиль ваш просто не будет ехать. В России нет официального центра, ближайший сервисный центр — это Финляндия, или какая-то другая страна. От чего здесь вы застрахованы. На Kia Niro вот нет таких вещей. Мы движемся по дороге в город Новый Афон. Просто любуемся, наслаждаемся автомобилем Kia Niro. Наблюдаем, как он ведет себя на дороге. Ничего отрицательного пока замечено не было. Конечно же, цена этого автомобиля начинается с 38 тысяч долларов, а этот автомобиль премиум S-класса, он оснащен всем, конечно, все функции в нем воплощены. В принципе, хороший автомобиль с двигателем внутреннего сгорания тоже стоит таких денег. Но вы забудете про автозаправочные станции, забудьте, что такое заливать масло в автомобиль, поскольку у него нет даже коробки передач и каких-то мостов, куда нужно заливать масло. Автомобиль новый, у него пробег всего 11 600. Вот мы сейчас проезжаем через город Новый Афон. Здесь очень красиво, особенно в туристический сезон, который сейчас в разгаре. Яркие краски. Очень много припарковано машин, автотуристов. Просто видно, если смотреть по сторонам, везде припаркованы автомобили. Довольно-таки мягкий автомобиль. Не сказать, что он жесткий, бесшумный. В общем, мы приехали к пункту, куда мы намечали приехать. Цель нашей поездки была посмотреть ходовые качества автомобиля, проверить его в деле, как говорится. Но еще на обратном пути мы посмотрим, как он на серпантине будет подниматься. Выезжаем обратно с города Новый Афон. Проверим еще машинку на серпантине, на подъем, как она себя будет вести. Нашему климату электромобиль вообще идеально подходит. Вот на севере, например, там заряд аккумулятора падает, при холодных температурах, в морозы. Заряд аккумулятора падает значительно. Там требуется подогрев аккумуляторов. В наших условиях вообще идеально, если у этого автомобиля будут солнечные батареи. Есть такие экземпляры тоже.
Там может быть невелика подзарядка, но тем не менее. Ну, могут быть претензии к экстерьеру автомобиля, к внешнему виду, что он может быть не столь футуристический, не столь современный, но вот, а в салоне автомобиля чувствуется современный дизайн. Все очень сделано качественно и красиво. Модель Kia Niro 2021 года заметно отличается более красивой внешностью, а начинка свежими технологиями. Многие очень боятся покупать электромобиль, якобы это вот что-то неизведанное, непонятно где обслуживаться, где что делать. Но на самом деле у этого автомобиля ничего, можно сказать, не ломается. Ходовая это вот, понятное дело. Даже тормозные колодки здесь не используются практически. Торможение происходит с помощью устройства рекуперации, поэтому тормозные колодки сохраняются практически целыми. А в остальном здесь стоит электродвигатель, там аккумулятор. Это самое дорогое, что в этом автомобиле. Через лет 10-15 там могут быть неисправности аккумуляторной батареи, но они тоже меняются ячейками. То есть не надо менять всю аккумуляторную батарею сразу. Я смотрел фильм, где рассказывали о изготовлении вот этих аккумуляторных батарей для электромобилей, где используется литий. Литий очень дорогой металл, и сейчас изыскиваются, подбираются другие более дешевые металлы, и тогда электромобиль станет дешевле. Ну и при массовом выпуске, естественно, цена зависит и от его массовых продаж. Я думаю, что электромобиль будет дешеветь. И наступит такое время, когда двигатель внутреннего сгорания просто будет немыслимо покупать. Я думаю, что к тому времени будет выгоднее покупать электромобиль. Рынок перестроится. Во многих странах, кстати, если вы покупаете электромобиль, вам дают субсидии, вас освобождают от налога на автотранспорт, бесплатные парковки, бесплатная зарядка на парковках и в торговых центрах. Я думаю, что в Абхазии тоже когда-нибудь придут к этому. Чувствуется уже нагрузка на экологию, огромное количество машин. Вот мы видим, сколько автотуристов в этом году. Загазованность уже ощущается. Вот мы едем по серпантину. Автомобиль очень себя ведет резво, что на прямой, что на серпантине. Не раскачивает водителя, поскольку центр тяжести очень низкий, и машина очень устойчива, даже на поворотах. И вот я ощущаю, что на этом автомобиле ты вообще не устаешь. Вот если сравнивать с другими автомобилями. Очень легок в управлении. Очень хорошая посадка. В общем, проехали мы этот серпантин, называемый тещиным языком. Замечательно себя ведет машинка. По окончании съемки говорю, что от нее только положительные эмоции, одни плюсы. И в нашей климатической полосе надо покупать такие автомобили, не бояться. Как я уже говорил, у них очень мало деталей, в отличие от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Там только у одного двигателя 1000 деталей, еще навесное, куча датчиков. Здесь портиться нечему. Электродвигатель, которому, в общем-то, нет износа. Выпрямитель напряжения, по-моему, не знаю, как он правильно называется. И сама аккумуляторная батарея. Остальное ходовая часть. Сегодня уже можно покупать электромобили, уже есть еще выбирать. Не так уж их и мало. Вы забудете и про заправочные станции, и про повышение цен на бензин. На этой хорошей ноте мы завершаем наш выпуск. Всем желаем счастливого пути.